когда мы создавали Diamond Clinic, мы с самого начала хотели, чтобы она была многопрофильная клиника. Хотя организовать многопрофильную клинику – это всегда сложно. Но мы во главу угла ставили удобство и комфорт для пациента. Потому что когда пациент сталкивается один на один со своей болезнью, конечно, он растерян, напуган. И в первую очередь он обращается к нам за поддержкой. И тогда, когда есть дружеское рядом плечо, участливые специалисты, конечно, это всегда помогает процессу выздоровления. С самого начала думали о том, что мы должны создать именно систему качественной медицинской помощи. Ну, что такое система? Да? Система – это когда очень большая команда работает в едином слаженном порыве. Оператор колл-центра, он должен быстро, профессионально ответить на вопросы, записать к нужному специалисту. Регистратура должна заполнить всю документацию, которая необходима. Врачи должны оказать прием на высоком уровне. Кроме этого, должны быть обеспечены лекарственными препаратами, медицинским оборудованием. Хозяйственная часть должна постараться, чтобы было чисто, тепло. Мы очень быстро и четко реагируем на все жалобы и пожелания наших пациентов. Мы именно стали развиваться филиалами, организовывая офисы медицинские. Наш центр «Женское здоровье» открылся с момента начала работы нашей клиники. К нам приходят различные пациенты для того, чтобы решить свои задачи какие-то. Мы стараемся всем им помочь. У нас есть программа сопровождения беременности с самого начала до родов. У нас есть программа «Онкопоиск», у нас есть программа сопровождения женщин с бесплодием. Мы стараемся, чтобы наши пациенты уходили от нас здоровые, красивые, уверенные в себе. Тоже стоматологию мы постарались сделать, чтобы весь спектр услуг был: и ортопедия, ортодонтия, лечение, хирургия, имплантология, и косметология тоже. Полностью, чтобы пациент пришел и уже получил весь спектр услуг. 10 лет, мне кажется, это как-то так вот пролетело как один миг. Но, наверное, это хорошо, потому что была очень интересная, насыщенная жизнь. Нас всего было вначале 4, когда решили, да, мы создадим клинику. И она была у нас в мечтах, в наших воображениях. Мы даже не знали, как это все будет. И вот сейчас, по прошествии 10 лет, я вот думаю, как это вы могли все это сделать? Без коллектива, без всех тех людей, которые сейчас вот работают, это было бы невозможно. Основные наши доктора – это те доктора, с которыми я работала. Мои коллеги, мои друзья. Вот они поддержали меня и поверили в нас, в нашу клинику. И пришли, и они вот до сих пор работают. На сегодняшний день у нас около 130 рабочих мест. Это основные наши сотрудники и плюс небольшая часть совместителей. Мы начинали всего с 3 кабинетов. На сегодняшний день площадь помещений, на которых мы оказываем медицинскую помощь, где-то около 1000 квадратных метров. Где-то было порядка 18 видов деятельности, сейчас более 45. В аппарате Hitachi экспертного класса есть программа сонолостографии, которая в республике она единственная. Пациенту очень важно своевременно узнать о характере образования, если оно есть. Вот с прошлого года мы решили, что мы достаточно созрели для того, чтобы заключить уже партнерские отношения, уже межрегиональные и даже международные. Планов очень много. Мы, конечно, хотим дальше развиваться, хотим работать уже в области высоких технологий. Мечтаем, конечно, но посмотрим, как это. Хотим развивать наше сотрудничество по соглашению. Я хочу поблагодарить всех сотрудников и за то, что мы все, несмотря ни на что, мечтаем, творим. И это просто замечательно. Мы живем интересной, насыщенной жизнью, и эта жизнь, она создается нами. Мы принимаем участие во всех благотворительных акциях, ярмарках здоровья, научно-практических конференциях, семинарах. Участие в благотворительных акциях, я считаю, что это очень большая помощь для профилактики и раннего выявления заболеваний у нашего населения. Когда человек здоров, он счастлив. Чтобы продлить как можно дольше наше счастье, наше здоровье, конечно, надо о нем заботиться. И вот каждый человек, мне кажется, должен сейчас позаботиться именно о себе. Это уже как должно быть, как культура, как уже наша повседневная наша жизнь.